Nakhchi World представляет. Ассаламу алейкум. Приветствую всех посетителей нашего видеоканала. За прошедшие дни к нам поступило немало вопросов, пожеланий, замечаний, и сегодняшнюю передачу я хотел бы посвятить ответам на них. Вот Адам Хамзаев спрашивает, почему хурриты растворились в других нациях, ведь их было много, и как они могли выглядеть. Хурритов, да, действительно, было очень много, это был огромный народ. По имеющимся сегодня данным, они занимали пространство от западного Ирана, это с востока, если начать, до границ Египта на западе, и занимали некоторые средиземноморские острова. И также, судя по последним данным, заселившие Италию в начале первого тысячелетия, этруски также были хурритами. То есть язык этрусков был одним из диалектов хурритского языка. Это если посчитать с востока на запад, а если с юга на север, то это среднее Междуречье и Кавказ. Вероятнее всего, вплоть до Северного Кавказа, потому что появились данные, свидетельствующие о том, что знаменитая майкопская культура также была создана хурритами. Ну, раньше считалось, что она создана то ли шумерами, то ли какими-то древними семитскими народами. Но сегодня все больше ученых склоняется к тому, что она была создана хурритами. Но я напоминаю, что майкопская культура, она занимала западные районы Северного Кавказа и доходила вплоть до территории Бамута, территории Очкой-Мартановского района Чечни. Далее к востоку располагалась кура-аракская культура, хотя кура-аракская культура проникала и на запад, и в горы, но это сложная проблема, я не буду в нее углубляться. Скажу, что ареал распространения хурритов был довольно обширным. От западного Ирана на востоке до Италии и границы Египта на западе, и от Кавказа, от Большого Кавказа на севере до Среднего Междуречья, до Средней Месопотамии на юге. Хурриты в каких-то местах они жили сплошным этническим массивом, в каких-то местах анклавами, такова была территория их расселения. Этот народ создал великую культуру, известно множество, десятки государств, которые создавали хурриты, и их родичи, соплеменники, урартийцы. Но если говорить о крупных державах, об империях, то стоит назвать Митанию, потом Урарту, и Этрурию в Италии. Почему эти государства действительно они исчезли? Дело в том, что ни один народ не является вечным народом. Мы знаем из Корана, что каждый народ, как и каждый человек, имеет срок свой, об этом в Коране ясно написано, что каждый народ, он не удалит и не приблизит свою гибель, свою смерть. Это догмат нашей религии, мы его принимаем, конечно. Но если обратиться к науке, то известна теория Льва Николаевича Гумилева, без преувеличений великого ученого,
И его теория пассионарности, вообще его этнологические исследования свидетельствуют, показывают, что любой народ, условно говоря, он живет примерно 1200, может 1300 лет, а потом или исчезает, или перерождается в какой-то новый этнос, сохраняя в значительной мере прежний язык, какие-то традиции, чувство преемственности, но это уже как бы новый народ, переродившийся. Или народ вообще исчезает, он растворяется в других народах, и память об этих исчезнувших народах сохраняется только в письменности, в преданиях вот этих новых народов, которые поглотили этот старый народ. Примеры тому бесчисленны. И что касается, возвращаясь к хурритам, можно сказать, что это очень древний народ. Археологическое присутствие хурритов на Ближнем Востоке, в Передней Азии улавливается с 6-го тысячелетия до новой эры. То есть это более, если отсчитывать от нашего времени, более 7000 лет назад. А потом уже письменно присутствие хурритов в Передней Азии письменно датируется приблизительно 22 веком до новой эры. То есть, если опять же отсчитывать от нашего времени, 4200 лет назад. Это огромный срок. Известно также, что в дополнение к теории Гумилева есть теория американского лингвиста Мориса Сводеша. И эта теория свидетельствует, показывает, что приблизительно за 1000 лет в языке каждого народа обновляется от 15 до 20% лексического состава, то есть слов. Если посчитать вот эти тысячелетия существования хурритов, то, конечно, за эти 7 тысячелетий язык должен был вообще полностью обновиться, то есть исчезнуть под влиянием других языков. Это нам тоже надо учитывать. Потом, это такие общие лингвистические, общие этнологические причины исчезновения хурритов, но есть также и военно-политические причины. В частности, империя Митанни к концу 2-го тысячелетия до новой эры, то есть, приблизительно 1300-1200 лет до новой эры, эта империя подверглась нападениям как хеттская держава, это была мощная хеттская держава, была мощной также империей, и усилившейся Ассирией. И ударами и в битве, в борьбе с этими двумя державами, а также с Древним Египтом, который тоже совершал походы против хурритов, эта империя Митанни распалась. Распад империи не означает, что ее население погибает. Просто это население было включено в границы то есть не новых, а этих государств, которые завоевали территорию Митанни, и они впоследствии могли быть ассимилированы этим населением хеттами. Хетты и сами продержались после этого недолго. Хеттскую державу уничтожили какие-то таинственные завоеватели, которые в исторической науке называются народами моря. Считается, что они взялись неизвестно откуда, приплыли на кораблях и стали нападать на хеттскую державу, и в конце концов уничтожили ее, на Сирию, на Палестину, на Египет. И агрессия этих народов засвидетельствована в древних источниках. Что касается тех частей Митанни, которые вошли в состав Ассирии, то они были семитизированы. И вообще в науке считается, что сами ассирийцы – это семитизированные хурриты. То есть по генам, по крови они были хурритами, только разговаривали на семитском языке. То есть
ну, на диалекте аккадского языка, аккадско-вавилонского языка. Ну, после падения Митании образуется новое мощное государство хуритских народов, хуритских племен под названием Урарту. Ну, одни ученые раньше считали, что урартийцы это как бы потомки хуритов, но сейчас считается, что урартийцы это такой же древний народ, как и хуриты, и это как бы диалектная часть хуритского этнического массива. Но сам урартский язык, он состоял из двух диалектов. Это диалект Тушпы и более древний, архаичный диалект Ардини. А хуритский язык, собственно, он считается, что он состоял от 8 до 14 диалектов. То есть это был огромный действительно народ, который распадался, ну, на целый ряд диалектов, ну, от 10 до 16 диалектов. Ну, мы знаем, как жило царство Урарту, как оно погибло. Погибло царство Урарту под ударами медийцев и ассирийцев. Ну, ассирийцы, к моменту падения Урарту, Ассирия уже сама она погибла. Ну, Ассирия и Урарту вели столетние войны, непрерывные войны между собой. И эти войны ослабили как ассирийцев, так и урартийцев. Считается, что Ассирия пала в 610 году, а Урарту пережила Ассирию на 20 лет и пала в 590 году. Ну, основными завоевателями Урарту были ираноязычные медийцы. Кстати, в этногенезе медийцев также участвовали хуриты, царство Маитене, это озеро Урми, то есть, ну, грубо говоря, это иранский Азербайджан, территория иранского Азербайджана современного. Занимали хуритские племена, там существовало царство хуритское, Мана, она называлась Мана и Макияна, два названия. И на этом субстрате хуритском образовался народ медийцев, ну и медийцы, можно сказать, что это те же персы, хотя они друг друга отличали, как-то медийцы и персы, но потом они слились в единый народ. И этот народ уничтожил Урарту, ослабленную непрерывными столетними войнами, многовековыми войнами с Ассирией. Ну, перед этим пала сама Ассирия под ударами вновь усилившегося Вавилона. Уничтожение Урарту, считается, сыграли роль также и скифы. То есть вот такая причина. Но после падения Урарту сами урартийцы, они, естественно, не исчезли, да, какая-то часть населения погибла в этих войнах, нападениях. По данным ученых, востоковедов, жители Урарту, они продвинулись на север и образовали два новых государственных образования, которые оба они назывались халдиями. Одно из этих государственных образований располагалось в окрестностях озера Сиван, современной Армении. Вокруг этого озера сохранились пограничные межевые камни между вот этой Халдией и, собственно, Арменией. Это времен межевые камни царя Арташеса, так называемые. И на этих межевых камнях четко различимо название сопредельной к Армении страны, которая примыкала к Армении севера, это Халдия. Ну и вторая Халдия располагалась в Колхиде. Ну и постепенно обе эти Халдии и в окрестностях озера Сиван и в Колхиде,
они погибли, память о них сохранялась, а ее население подверглось ассимиляции, ну, армянами, может, картелами, ну и так далее. Такова была судьба Урарту. Более трагичной, даже таинственной была судьба Этрурии. Ну, какое-то время этрусские, они лидировали во всем Средиземноморье. Их флот доминировал на Средиземном море, они сосредоточили в своей руке, монополизировали торговлю на Средиземном море. Сначала они соперничали с финикийцами, потом стали преобладать. Они занимали Среднюю Италию. И интересно, что каждый раз, осваивая какие-то новые территории, в Италии они основывали по 12 городов. Вот это их как бы характерная черта. Но этруски, они, известно, что они основали Рим, известно, что этрусские законы являются законами, так называемыми римскими законами. Самые знатные римляне, они пытались возвести свое происхождение к этрускам. Это считалось почетным, славным, если предки того или иного римского патриция, они были этрусками. Но сами этруски почему-то так и не перешли на железное оружие, как все древние народы. Вот их соперники, италики, вот эти будущие римляне, они перешли на железное оружие, железные доспехи, а у этрусков существовал запрет на железо. Это считалось, как бы, железо считалось нечистым каким-то металлом, и они продолжали пользоваться бронзовым оружием, бронзовыми доспехами. И, естественно, в столкновениях с римлянами они преимущественно проигрывали. Кроме того, у этрусков существовала твердая убежденность, что они, как народ, должны погибнуть, если вычислять по современным датировкам, в 88 году до новой эры. И вот когда этот роковой год наступил, этруски вообще перестали с кем-либо воевать, кому-либо сопротивляться. Враги без всякого сопротивления захватывали, сжигали их города, уничтожали этрусков. А там, где эти города сохранялись, сами этруски сжигали, это известные исторические факты, они сохранились в римских анналах. И таким образом этот народ тоже погиб, а сами этруски были ассимилированы латинянами. Кстати, известно, что последний этруск, про которого знали, что он по происхождению этруск, ну, естественно, говорил он на итальянском языке, это был некий священнослужитель, епископ, я, к сожалению, забыл его фамилию, который умер в 18 веке. И про него знали, да, что он по происхождению этруск. Вот так погибли странным образом этруски. Но если вернуться в Переднюю Азию, хуриты, урартийцы, они долгое время сохраняли свою как бы этническую индивидуальность. Известно, что в Закавказье, в Кавказской Албании жили, вероятнее всего, бывшие урартийцы, скажем, некоторые племена, которые входили в число 26 албанских племен. Ну и среди них самое многочисленное, доминирующее племя гаргарейцев. И по некоторым лингвистическим сопоставлениям гаргарейцы занимали такое промежуточное положение по языку между урартийцами и предками чеченцев, ингушей и бацпийцев. Но это отдельная тема. Кроме того, сильный такой кавказионский массив был также в Кахетии, который примыкал к Кавказской Албании.
Ну, это вопросы, которые требуют дополнительного изучения. Ну и также в Колхиде существовали такие племена по своему этническому облику, урартийские племена. И вот такого было их исчезновение хуритов-урартийцев. Оно длилось не просто века, а тысячелетия. Ну и все этапы вот этой богатой хурито-урартской истории, эти этапы известны. Одни более полно, другие менее полно. В общем, история хурито-урартов, она известна. Известны имена их царей, известны их враги, известны войны, которые они вели с представителями, ну, с другими народами. Известны их взаимоотношения с древними вот этими державами. Так что, ну, пока что это все находится в разных книгах, в разрозненном виде, хотя предпринимаются попытки воссоздать такую полную историю хурито-урартского этноса. Но пока что это не удается, хотя попытки есть. Ну, как они выглядели? Здесь можно обратиться к крупнейшему советскому, уже в наши дни российскому антропологу Алексееву, который пишет, что кавказионский антропологический тип, представителями которого являются чеченцы, ингуши, осетины, карачаевцы, балкарцы, андийцы, Дагестана, тивсуры, тушины, бацпийцы, то есть вот это горно-грузинские этнические группы, исланы. Вот этот кавказионский антропологический тип, он зародился на Армянском Нагорье в бронзовую эпоху, в эпоху бронзы. А Армянское Нагорье — это прародина как раз хуритов. Считается, что они именно с этого Нагорья стали расходиться по разным направлениям. Ну и естественно, если кавказионский антропологический тип зародился на Армянском Нагорье, то и хуриты были кавказионцами. То есть выглядели, как сегодня выглядят чеченцы, ингуши, осетины, ну и другие народы, которые я перечислил. Вот таким был их внешний облик. Ну, одежда, естественно, была другая. Кстати, если кто-то хочет посмотреть, как выглядели хуриты, есть реконструкции художника Горелика. Он был художником в Эрмитаже. И он по древним рисункам, изображениям воссоздал внешний облик и одежду многих древних народов Древнего Востока, и среди них хуритов. Вот интересная деталь. Хуриты, как мужчины, так и женщины, носили такие остроконечные конусообразные колпаки, которые известны в Ингушетии и в западных районах Чечни как курхавсы. Ну, в частности, в Гихи точно носили женщины эти курхавсы. Они являются, считается, что это специфический ингушский головной убор женский, однако и в западных районах Чечни этот головной убор женский носили. И у хуритов подобный головной убор носили как женщины, так и мужчины. И считается, что от этих хуритских головных уборов появились так называемые фригийские колпаки. И эти фригийские колпаки в Великую Французскую революцию их прямо поместили на знамена как символ свободы. То есть вот такая интересная эволюция. Ну, вообще вот подобные головные уборы, высокие, островерхие, носили и в Западной Европе, в средние века знатные женщины. Также их носили и на Руси. То есть это, видимо, какой-то символ. Ну, мне кажется, что это символ горы. И на этом головном уборе часто изображались символически солнце или луна.
То есть, ну, это символика, это отдельный разговор, можно долго про это рассказывать. Но вот такая характерная деталь хуритской одежды. Ну, напоминаю, такие конусообразные высокие головные уборы у хуритов носили как мужчины, так и женщины. И следующий вопрос. Еще в 80-е годы я у деда спрашивал, почему в Веденском районе нет башен. Он мне ответил, что башни там строили деревянные и их сожгли русские. Но это не вопрос, это сообщение, пишет его Грант Оурс, если я правильно читаю. Это, конечно, интересная информация. Я об этом лично не знал, что в Веденском районе в старину строили деревянные башни. Но необходимо напомнить также, что в окрестностях Арачоя, а это рядом с Ведено, найдены остатки каменных башен. Там одна боевая башня с пирамидальной, видимо, с пирамидальной крышей и остатки жилых башен. Архитектор Аркадий Гольдштейн вот этот комплекс около Арачоя, он датирует пятым, начальная датировка, это 5 век. И при этом он обращает внимание, что на Западном Кавказе оборонительные башни появляются примерно в эту же эпоху. То есть Аркадий Гольдштейн пишет, что находки около Харачоя свидетельствуют, что чеченские, ингушские вот эти классические боевые башни с пирамидальными крышами, а также жилые башни, они, во-первых, не являются эволюционным продолжением одного вида от другого. То есть считалось, что боевые башни являются эволюцией жилых башен. Он говорит, что это неправильно, потому что уже в V веке предки чеченцев в данном случае строили и боевые башни, и жилые башни как бы одновременно. Так что в Веденском районе были также и древние каменные башни, и не просто древние, а самые древние из обнаруженных на территории Чечни и Ингушетии. Я слышал, это пишет Удей Саддам, я слышал, что 20 или 30% хуритских слов расшифровывается с помощью чеченского языка. Что скажете по этому поводу? Скажу, что сами хурито-урартские слова, хурито-урартский язык, он расшифрован, конечно, далеко не полностью. Хотя определенные успехи в этом направлении сделаны. И не зная полный словарь хурито-урартского языка, мы, конечно, не можем судить, какой процент хурито-урартского языка имеет схождение с лексикой чеченцев и ингушей. То, что нам известно из хурито-урартских слов, из хурито-урартской лексики, она не на 20%, сколько, на 20-30%, а процентов на 70, на 80 совпадает с лексикой, со словами чеченского и ингушского языков. Я уже показывал этот словарь, снова его покажу. Это словарь Идриса Булатбиева, его можно купить в магазинах Грозного, в книжных магазинах. Я вам это советую, потому что очень скоро этот словарь станет библиографической редкостью. Вы просто будете охотиться за ним и перекупать у книжных барышников. Так что сразу купите. И здесь вы найдете очень много, сотни и сотни схождений, в данном случае чеченских слов, чеченской лексики с хурито-урартской. Так что успехи в этом направлении уже есть.
Микаил Д. Поправка. Никаких башен у осетин не было, как и храмов на территории Цхинвальского региона Грузии. Ну, башни в Осетии были, они до сих пор есть. Кстати, их, как и в Чечне, в Осетии их усиленно реконструируют. Но считается, что в Осетии, в Северной Осетии, находится около 300, даже более 300 башен. Ну, насколько я в курсе, в Осетии нет ни одной башни так называемого классического типа, увенчанной пирамидальной крышей. Все башни, может, эти крыши не сохранились, но в любом случае неизвестно ни одной башни с подобной пирамидальной крышей. А так башни, башенные комплексы в Осетии, конечно, есть. В наши дни они реконструируются. И даже известна осетинская пословица: из одной башни можно построить селение, но из целого селения нельзя построить одну башню. Так что, ну, башни есть в Осетии. Таги Вашингтон. Арам показывал хуритские надписи и музыку вчера. Что скажешь по этим предметам наших предков? Ну, к сожалению, я не знаю, о какой передаче идет речь. Но, да, действительно, хуритская музыка, она известна хуритские гимны. Они записаны нотами. Это первые нотные записи музыки и песен вообще в мире. Найдены эти нотные записи в западно-сирийском городе Угарит, где жили, ну, смешанным образом хуриты и семиты. Кстати, именно в этом городе, в Угарите, впервые зародилось алфавитное письмо. И творцами этого письма также считаются, ну, по одной версии семиты, по другой версии хуриты. То есть хуриты являются как бы первыми творцами не только нотных записей, музыки и песен, но и творцами первого в мире алфавитного письма. Ну, все это найдено во второй половине второго тысячелетия до новой эры в Угарите. Что касается предметов, ну, если коротко перечислить, хуриты являются как бы первыми изобретателями стекла, в том числе цветного стекла, первыми изобретателями увеличительного стекла, линз. Даже найдена карта Луны, сделанная через эти линзы. Древняя карта Луны, но, правда, Урарту. Эта карта хранится в Армении. Ну, что еще? Хуриты создали первые письменные инструкции по коневодству, первые в мире боевые колесницы. И интересно, что по-хуритски они назывались вард. Мы их называем вард. Ну, в разных диалектах по-разному. Потом, железо первыми начали, так, ну, скажем так, в промышленном масштабе употреблять хуриты. И конкретно хуритское племя халибов, ну, которых называли также халдами, жили они как раз в Колхиде. И, кстати, название вот этого племени, их, кстати, упоминает еще Гомер, Илиаде, они, да, названы в цикле преданий, связанных с Троянской войной. Они были союзниками Трои, но это не удивительно, потому что в Трое жили хуриты. Поскольку халибы тоже являлись хуритами, они, естественно, были союзниками троянцев. И вот их название халиб стало названием железа в древнегреческом и хетском языках. То есть это яркое свидетельство того, что
первыми железо начали разрабатывать в древнем мире именно хуриты, халибы. До этого было известно только метеоритное железо, оно было чрезвычайно дорогим. Я уже как-то говорил об этом. Одна доля железа, ну, один вес железа стоил 6 весов золота. Ну, условно говоря, если говорить современными измерениями, 1 килограмм железа стоил 6 килограммов золота. До того это был ценный и редкий металл. И вот хуриты первыми начали этот металл разрабатывать из руды, делать его, производить какие-то вещи, ну и так далее. Ну, таких достижений у хуритов много. Ну, в частности, вот такая характерная деталь. У хуритов, в отличие от других народов, хуриты носили такие искривленные мечи, и они узнаются по этим мечам. Кроме того, древнейший тип храма с колоннами и двускатной крышей построили урартийцы. Это знаменитый храм Ардини. И вот эта древнегреческая архитектура, известная с колоннами, с двускатными крышами, архитектура храмов, она заимствована именно из Урарту. Она проникла через хеттов на Балканский полуостров, потом римляне начали строить подобные храмы. И знаменитый Иерусалимский храм, древний, построенный Соломоном, этот храм, он также воспроизводит архитектурные очертания вот этого Ардинского храма. Но это отдельная тема, кстати, очень интересная. Именно в хурито-урартском мире зародились вот эти шлемы с гребнями. Ну, когда вы смотрите голливудские фильмы там на исторические темы и показывают древних греков или римлян вот с этими шлемами, с гребнями, надо знать, что первыми в древнем мире такие шлемы начали носить именно хурито-урарты. Ну, это видно по древним фрескам, в частности, по древнеегипетским фрескам, где хуритские воины изображены в таких шлемах. Потом, подражание им, подобные шлемы начали носить и хетты, и от хеттов они попали уже к ахейцам, на Балканский полуостров, на Апеннинский полуостров и разошлись по миру. Даже сегодня в некоторых странах шлемы с подобными гребнями являются парадной одеждой для солдат, гвардейцев, которые участвуют в каких-то церемониях. То есть они дожили до наших дней. Ну вот, коротко, если сказать о достижениях хуритов, это будет звучать так. Еще вопрос. Султан Таипов. Может слово халды от чеченского слова холдой? Ну, вообще считается, что Халди, урартское божество Халди, это бог неба, а халды, как народ, это как производное от имени этого бога. Ну, известно, что урартийцы называли себя и биайнили, и халдини. Халдини это буквально халдовские, ну, дети халды. И, скорее всего, название халды и в этом теонеме и имени божества, и в названии народа хал это все-таки хал, это верх, высота, хотя слово хал, как благосостояние, богатство, оно тоже связано с этим термином. Это однокоренные слова, семантически связанные, звучат одинаково, и они связаны между собой по смыслу. Ну и исследователь ингушский А.О. Мальсагов в своей книге «Нарт-Орстхойский эпос Вайнахов», издан он в Грозном в 1970 году,
Вот эта книга, правда, она в таком у меня виде истрепанном. В этой книге на странице 47 Мальсагов пишет, что, ну, видимо, он имеет в виду ингушей, существовало божество по имени Хал, божество неба. И, возможно, это божество неба, Хал, оно было связано с урартским Халди. Ну да, это вот этот компонент, да, он в чеченском, ингушском, он означает и биологического отца, кроме этого хозяин и даже божество. Ну, например, божество подземного мира, оно носило имя Элда, то есть хозяин Эл. Ну, это подземный мир, мир мертвых. Ну и так далее. Так что Халда это в буквальном смысле это хозяин неба, бог неба, божество неба. И подобное же божество было и у предков чеченцев и ингушей, как пишет Мальсагов. Так. Тут целых 3 замечания. В прошлой передаче я сказал, что чеченцы осваивали равнину. Мне делают замечание, что не осваивали, а возвращались на равнину, возвращали себе равнину. Вот Леха. Не предпочтительнее ли было бы говорить о возвращении на равнину, он спрашивает. Потом Шерхан. Вы, наверное, говоря, что чеченцы начали осваивать равнину. Хотя даже дети знают, что чеченцы дважды были вынуждены уйти с чеченской равнины после поражения от монгол, потом Тамерлана. Ну и так далее. И Хасан пишет: мне не нравится, когда вы говорите, что чеченцы осваивали равнины. По-моему, вы говорили, что некоторые тепы или тукумы чеченцев жили на равнинах еще до прихода на Кавказ Ивана Грозного. Ну, я, да, принимаю это замечание. Естественно, я должен был как-то уточнить, что речь идет о реконкисте, об обратном освоении этой равнины, потому что действительно нет никаких сомнений, что в древности наши предки жили на равнине. Об этом свидетельствует тот факт, что знаменитая кабанская культура, она была создана нашими предками, а кабанская культура это преимущественно равнинная культура, хотя она заходит и в горные районы, но преимущественно она располагается на равнине. И раз ее создали наши предки, то, естественно, наши предки жили на равнине. Ну и когда приходил более многочисленный противник, вот эти многолюдные массы кочевников, нашим предкам приходилось отступать в спасительные горы и обороняться там, потому что вот горный ландшафт это являлся как бы дополнительным средством обороны, ну, создавал природную фортификацию, которой пользовались наши предки. Ну и когда накапливались силы, создавались благоприятные исторические обстоятельства, наши предки снова возвращали себе равнину. Так что я принимаю это замечание, но ни в коем случае с этим спорить, и ни в коем случае с этим спорить не приходится. Так, идем дальше. Вайоминг. По описанию башни Колхиды очень сходны с башнями Центрального Кавказа, кроме материала стройки. Да, действительно, колхидские башни, как я уже говорил в прошлую передачу, они строились из бревен, ну вот как русские избы, только стягивались, суживались кверху эти стены и венчались пирамидальными крышами, тоже сделанными из бревен. Ну и по находкам грузинских археологов
судя по находкам грузинских археологов, кроме вот таких срубных башен, делались еще и глиноплетневые. То есть из плетни, обмазанных глиной или обложенных глиняными кирпичами. Ну, их называют адоба, саман. Так что два вида. И оба эти вида, как я уже говорил в прошлую передачу, когда чеченцы осваивали равнины, они в равнинных селениях строили такие же башни, или срубные, или глиноплетневые. То есть вот этот навык, он не был потерян, он сохранялся, и такие башни воспроизводились и у нас. Нью-Йорк пишет: думаю, было бы полезно узнать, как эти башни разрушались, как их восстанавливали. Ну, если речь идет о чеченских башнях, то разрушались они в большинстве своем разрушались в ходе Кавказской войны и в ходе депортации чеченцев-ингушей в Центральную Азию. Их разрушали и в ходе Кавказской войны, потом еще больше их разрушали после завершения Кавказской войны, когда чеченцы выселяли с гор на равнину, и целые отряды ходили по нашим горам и взрывали эти башни, чтобы чеченцы не возвращались обратно. То есть лишали их жилища в горах, добиваясь того, чтобы они жили на равнине. А на равнину чеченцев переселяли для того, чтобы контролировать их. В горах труднее контролировать, на равнине легче. Тем более планировалось отделить чеченцев от гор, линии станиц казачьих, которые должны были пройти, приблизительно там, где сегодня стоят чеченские селения, Шалажи, Мартанчу, Гехичу и так далее. Вот это предгорная линия чеченских селений. Планировалось выселить оттуда чеченцев, заселить туда казаков. Вот буквально как пограничной линией прервать связь чеченцев с горами. И уничтожались башни. Потом, уже в 20 веке, после депортации чеченцев и ингушей, взрывами башен занимались целые спецотряды НКВД. Закладывалась взрывчатка и взрывались башни. И надо сказать, что немалый вред нашей исторической архитектуре горной нанесли чабаны, овцеводы, которые какие-то свои жилища, кошары строили из разрушенных руин башен, брали камни и воздвигали какие-то свои сооружения. Такие сооружения я видел, в частности, в Ингушетии. Они очень непрезентабельно это смотрелось. Там прекрасная, роскошная природа, архитектура, и в центре стоит какая-то приземистое, какое-то длинное строение, и затоптанная скотом вот эта навозная жижа. То есть это была постройка, которая прямо кричала, чтобы ее убрали, снесли и вообще бесследно убрали из этого места. И подобные вещи, правда, не в таком объемном виде. Я видел в Нашхе, там тоже были какие-то постройки, времянки, сделанные чабанами. Не такие длинные, не такие большие, как в Ингушетии. И наверняка в других местах, где я не был, также происходило подобное. Такие причины. Была еще одна причина. Сами чеченцы, известные случаи, когда чеченцы продавали башни русским, чтобы те строили крепости. Русским нужны были камни для постройки своих крепостей, например, в Шатойском районе. И они просто покупали у хозяев эти башни, потом разбирали их, из этого камня воздвигали свои крепости.
было еще такое довольно позорное явление. Ну вот таким образом башни уничтожались. А как их восстанавливать? Ну, восстанавливать каждую башню нужно очень тщательно. Не так вот пригнать каменщиков, чтобы они там сделали кладку по своему усмотрению. Часто эти стены кривые. Ну, это отдельный разговор. Реконструкция каждой башни — это поистине как бы всенародное дело, это государственное дело. Там должны быть специалисты, которые разбираются в камне, в древней кладке, в растворе, могут вычислить эти углы наклона. То есть там просто каменщики не могут восстанавливать эти башни. Там нужна специальная программа и нужны специалисты, которые знают, как это делать, и следят за каменщиками и добиваются полного соответствия вот этих реконструкций с древними образцами. Подписывайтесь на наш канал Nakhchi World, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых обновлениях. Спасибо за просмотр.